Клянусь, если это неправда. Сын. И Талмас сказал, что наливал ей по полной пиале. Ну, просто ушам не верю. Куда ж тогда Салтан Агата глядит? Ну, взял бы эту негодницу, да и выпроводил из дома. Ее-то выпроводишь. Как бы она Салтана из дома не выжила. Плохо ты этих городских знаешь. А с виду вроде тихоня. Сырая солома не горит, а дым глаза ест. Поезжай, поезжай. Вот это приятно. Сама заведующая клубом к нам пожаловала. Здравствуйте, Черляга. Здравствуйте, здравствуйте. Боюсь, я теперь мои девушки станут опаздывать на работу. Начнутся спектакли, танцы до утра. Так я сам с вами запою. Вот это здорово, солист Черляга. Ну, девушки, спасибо вам за все. А сейчас мне нужно идти. До свидания. Черляга. А? Я хотела поговорить с Амантач в отношении ее дочери Нурбиби. Что вы мне посоветуете? В этом деле я, дочка, тебе не советчик. Если женщины не могут договориться между собой, все пропало. Тут даже Аллах не сумеет помочь. Вот и Амантач. Доброго здоровья. Спасибо, дочь. Трудитесь? Амантач Дайза, я хотела с вами поговорить о вашей дочери. А я не желаю с тобой разговаривать. И с мужчинами водку, так же, как ты, пить, я дочери не позволю. Кто видел, что я водку распивала? Мой сын и Талмас. Обучаешь всех культуре. А что, сама вытворяешь, по-твоему, культурно? Амантач, как тебе не стыдно? Оскорбляешь невинного человека. Ты-то молчи. Думаешь, я не понимаю ничего? Из города она. Важная очень. Мы, конечно, ей не ровня. Ты посмотри только на нее. Невестка называется. Я в такой в первый же день вышвырнула. Ты правильно поступила, дочка. К казану подойдешь, сажей измажешься. Ты человек у нас новый, поставить себя сразу должна. А на нее внимание не обращай. Ее у нас в ауле все знают. Вставай. Иди жену успокой.
Здравствуйте. Скажи-ка, о чем ты думаешь? На втором участке 2 комбайна стоят. 6-й к уборке не готов. А какое у нас сегодня по календарю число, ты помнишь? Помню. Ах, помнишь, так пошевеливайся. Ясно. Немедленно свяжись с летчиками. Свяжусь. Салам Алейкум ассалам. Что, Салтан, чайком народ балует? Могу и начальство побаловать. Той ты так и не устроил? Какой еще той? Ну как же. Керим когда уже вернулся? А невестку привез только порадоваться. Может, твою невестку назначить моим заместителем по культуре? По мне там хоть министром ее назначайте, мне все равно. Пусть пока походит у меня в заместителях. А потом, может, и в министры выйдет. Да, вижу, ты не в ладах со своими молодыми. Трудный случай. Скажи-ка мне, Салтан, чем это, любопытно, твоя невестка тебя не устраивает? Вроде все при ней, хороша и умна. Ладно, председатель, хватит. Сам я давно все понял. Ты ведь знаешь мою мать? Она никогда не согласится, чтобы мы поженились. А нрав моего отца ты тоже знаешь. Еще неизвестно, как он ко всему отнесется. А что же нам делать? Не знаю. Сейчас бы искупаться. Хорошо бы. А взять и уехать в город? Это тоже не выход. Не будем мешать влюбленным. Им другие мешают. Эта ведьма Монтач не хочет и слышать об Арслане. Да и Карахан нога косо смотрит на Нурбиби. Вот оно что. Надо им как-то помочь. Я не пойду. Идите сами. Ну что ты стесняешься? Ты же не к моей маме. Нет, я здесь. Пойдем. Нет. Ну и парня ты себе выбрала. Подожди. Гунча, как хорошо, что ты пришла. Ну, проходи. Я их привела. Так давай зови. Заходи, Нурбиби. Заходи. Здравствуйте, Караханага.
Здрасте. А, это вы, девушки, здравствуйте. Не забывайте старика, это хорошо. Когда в дом приходят такие красавицы, в нем становится светлее. Золотые у вас руки, Караханага. Лучше иметь чистую совесть, чем золотые руки. И вообще, это я от скуки все. Дом у меня, как видишь, пустой. Мой Арслан в холостяках ходит. Внуков нет. Ну, это поправить легко. Взяли б, да и женили сына. Что-то Арслан никак мне не может невестку найти. А если я вам найду такую невестку? Ну, если ты, Джерен, найдешь, так мне и слепая покажется зрячей. Ловлю вас на слове, Караханага. Вы это всерьез все? Поздравляю вас с невесткой, Караханага. Девушка с миром и добром входит в ваш дом. Она и сама может это подтвердить. Не правда ли, Нурбиби? Вот попался. Ну, шалунья. Какая ты смешная на этой фотографии. А если появится вот такая же смешная девчонка, ты ее полюбишь? Ну почему девчонка? А вдруг будет красавец сын, похожий на меня? А как я сейчас отшлепаю зазнайку. Дети, вы готовы? Отец ждет вас. Пустыня, пустыня. Ты чего, Карахан? Да понимаешь, даже не верится, что на этом месте прежде была пустыня. Как будто и не был тут никогда, и узнать-то ничего не могу. Только помню хорошо, сколько здесь пота пролито. Бегенч, твою душу, твое благородство люди никогда не забудут. Отныне